Сейчас на улице Молодежной, а именно такое название уже присвоено новому поселку, рабочая атмосфера. За гулом работающих тракторов слышны только звуки работающих инструментов строителей. Дела здесь не прекращаются ни на минуту. Представитель фирмы-застройщика Александр Вальфсон показывает нашей съемочной группе один из домов. Совсем скоро здесь поселится молодой специалист-физкультурник. Две комнаты, большую комнату, зал так называемый. Вот, потолки натяжные у нас в этом году, более качественный линолеум. Это у нас маленькая комната спальня. На кухне стоит котел контурный, газовый, который делает обогрев дома и одновременно может давать горячую воду. В этом году у нас усовершенствовали алюминиевые радиаторы, поставили. Раньше мы ставили конвекторы, которые менее теплоотдача. Общая площадь жилая плюс полезная 65 квадратных метров. По такому же проекту и в степени почти окончательной готовности стоят еще 19 домов. Еще два, но рассчитанные на семейные пары специалистов, также ждут своих новоселов. Кстати, последние на строительной площадке частые гости и пока как могут участвуют и помогают строителям. К примеру, семья педиатра Веры Густериной приехала из Ярославля. Когда предложили участвовать в программе, согласились не раздумывая. Сейчас глава семейства Александр планирует то, что уже после уезда будет делать своими руками. Дома симпатичные, удобные. Побыстрее бы заехать. Ну а для мужских рук работы там найдется? Что-то будете переделывать? Будем. Что будете переделывать? Ну, крыльцо увеличим, полностью заделаем. Второй этаж сделаем. То есть это все уже сами. Кстати, до новоселья ждать осталось совсем недолго. По словам замглавы района Александра Родионова, произойдет это уже 15 октября. А пока к завершению подходят инфраструктурные работы. До 15 октября у нас срок сдачи 21 домика. Здесь 20 домиков у нас уже готовы почти полностью. Инфраструктура к ним часть подведена, часть не подведена. Что касается газу, то газ на всех 20 домах они уже подведены, повешены котлы навесные, только осталась опрессовка. Электричество у нас сделано где-то на 50%. Вода, будем говорить, полностью уже врезка произошла, почти 100% центральный водопровод сделан, осталось только подвести в дома. Но я думаю, что ближайшие 2-3 дня будет подведен. В целом, ходом строительства молодые специалисты довольны. На последней встрече с застройщиками каждый мог поделиться своими впечатлениями. Заместитель главы района Александр Родионов призвал всех лично проверять ход работ в своих домах и сообщать о недостатках, если такие появятся. К 15 октября поселок должен быть сдан в идеальном состоянии.